В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Школьники среднего звена в Якутске уходят на дистанционное обучение. В Мегино-Кангаласском районе сразу несколько школ учатся в режиме онлайн. Вместе с паводком готовятся в Якутии и к лесным пожарам. Региональный МЧС проверяет села на соблюдение требований пожарной безопасности. Финалистов 9-го чемпионата WorldSkills Russia отбирают в столице Якутии. Приехали ребята из других регионов страны. Сколько всего участников? Столичные школьники среднего звена переходят на дистанционное обучение. Соответствующий указ подписали в городском управлении образования. Дистанционное обучение ввели в школах Якутска с 5 по 8 классы в связи с ухудшением эпидобстановки, говорится в документе. Младшеклассники и учащиеся старшего звена продолжат посещать школу в обычном режиме. Онлайн-уроки начнутся завтра и продлятся до 8 мая. Между тем, в столице за минувшие сутки выявили 56 заболевших COVID-19, а всего по Якутии зафиксировали 88 случаев, сообщает Оперштаб. В Мегино-Кангаласском районе заразились коронавирусом 14 человек, в Татинском 5, в Нюрбинском 4, в Нерюнгринском 3, в Кангаласском 2, в Алданском, Кобяйском, Мирнинском и Чурапчинском районах по одному случаю. Лаборатории республики за сутки провели свыше 2000 исследований на ковид. Якутяне продолжают активно проходить вакцинацию. Из 114,5 тысяч доз на сегодня использовано почти 91%. Первый компонент получили 103 тысячи, второй – порядка 57,5 тысяч человек. Призываем всех граждан по-прежнему соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию, ношению масок, ограничить посещение массовых общественных мероприятий и избегать массовых мест. Также призываем всех граждан посетить прививочные пункты и записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Мегино-Кангаласском районе отказались от проведения спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий. Закрылись и кинозалы в поселке Нижний Бестях и селе Майя. Программы доп. Образования и спортивной подготовки продолжатся в дистанционном формате. Переходят на дистанционку Дагдагинская школа и Центр дополнительного образования детей Кэрели до особого распоряжения. Админкомиссия совместно с полицией проверяет общественные места на соблюдение ограничений. Вакцина полностью у нас использована. Мы сейчас ждем новую партию. Буквально на днях произвели через Zoom, провели совещание оперативное с главами наследников. И главы наследников на местах уже возобновят работу оперативных штабов и именно по предупреждению, и по соблюдению требований от защиты от коронавируса. Вместе с паводком готовятся в регионе и к пожароопасному сезону. МЧС проверила готовность к лесным пожарам в 48 населенных пунктах Якутии. В 13 из них выявлено 29 нарушений обязательных требований пожарной безопасности. В основном это касается обустройства минерализованных полос и расстояния между поселками и лесом. Также зачастую выявляют неисправность звуковых систем оповещения населения. В отношении 11 должностных лиц, допустивших нарушения, возбуждены административные дела, говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС. В этом году исполняется 100 лет республиканскому профсоюзному движению. Какие планы на этот счет у Алекминска, знает Елена Фаст. Все большее значение приобретают профсоюзные организации. В первую очередь это защита интересов трудящихся. В Алекминском районе 98 первичек. В основном это структурные организации, кроме здравоохранения, образования и райкома профсоюзов работников культуры. В последнее время статус члена профсоюза растет, отмечает Николай Павлович Котенко. Если, допустим, 5 лет назад, когда происходила реформация и выходили члены профсоюза, то в этом последние 5 лет, особенно 3 года, наблюдается наоборот приток, особенно молодежи. Сегодня создано даже в сфере предпринимательства торговое единство на уровне республики профсоюза. Если в 2017 году, когда был выездной совет федерации в нашем Алекминском районе, кладовая Алекма у нас была не члены профсоюза. Сегодня они являются членами профсоюза. Управление сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства, и их охват 198 человек. То есть это очень большая сила.
На совещании обсудили ряд вопросов, в том числе и празднование 1 мая. Возможно, что и в этом году это будет лишь режим онлайн. Но в любом случае мы по уровню прошлого года подготовили уже мероприятие. Пройдет оно, наверное, скорее всего, в режиме онлайн. Каждое предприятие сделает небольшой видеоролик до 3 минут, и мы примем активное участие в республиканских мероприятиях, посвященных 1 мая. Но, конечно, не только праздники. Профсоюз может и должен практически действовать. Много лет занимаясь, профсоюз остался единственный орган, который может воздействовать на работодателя, соблюдая его социальные гарантии, льготы и так далее, законы нашей Российской Федерации. Поэтому многие молодежь не понимает, надо объединяться, чтобы как-то вырабатывать одно какое-то целое решение по улучшению условий труда, занятости, социальных гарантий, льгот, ну и в конце концов зарплаты. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Детский отдых на территории республики будет организован в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими нормами. В этом году с учетом риска распространения COVID-19 сформирован прогнозный реестр организации отдыха и оздоровления, в который включили порядка 600 лагерей и санаториев. С ним родители могут ознакомиться на портале sahaotdыхдетей.рф. Кроме того, за пределы Якутии в этом году должны выехать более 800 детей, в том числе и по региональным квотам всероссийских центров «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Также за счет госбюджета будет организовано порядка 400 путевок на оздоровительный отдых в республике и за ее пределами. Чтобы попасть в эти именно федеральные детские центры, родителям нужно зайти на сайты федеральных детских центров, то есть отбор проходит по системе автоматизированная система путевка. У нас сейчас работает горячая линия. Горячая линия, номер телефона 8 924 868 72 68. Отборочные соревнования 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходят в Якутске. В них участвуют 319 конкурсантов из 55 регионов страны. Лучшие примут участие в финале чемпионата, который пройдет во второй половине июля в Башкортостане. Ульяна Шагина ознакомилась с площадками для соревнований и оценила уровень мастерства молодых профессионалов. В этом году Якутск, наряду с другими городами страны, выбран одной из площадок для проведения отборочных соревнований. Показать свое мастерство в разных компетенциях приехали студенты и школьники из других регионов. И, конечно же, якутские участники. Все они победители региональных туров. Цель выпала достаточно легкая. Надо создать не человека, а именно мультяшного персонажа. Там особо знаний не надо. Мы все создаем троллей из мультфильма «Тролли». Такие милые, большие, пушистые. Колледж связи проводит соревнования по 4 компетенциям, и 3D-моделирование – одна из них. Отметим, что в прошлом году учреждение выиграло региональный грант, благодаря которому здесь появились современные мастерские для обучения не только студентов, но и школьников. Актуальность новых профессий среди молодежи бесспорна. Ребята идут, по каждой компетенции мы уже, соответственно, уже участвуем на соревнованиях по чемпионату WorldSkills. Ну, в принципе, есть, да, набор есть. Участница из Ивановской области Анна впервые попала в отборочный этап. Волнение участников понятно. Каждый из них представляет свое учебное заведение. И, конечно, подвести коллег и товарищей никто не хочет. Прошло только ознакомление с техникой. Вот, впереди будут конкурсные задания. Вот, предвкушаю. За каждым участником прикреплен свой тьютер. Помощники опытные в той или иной области специалисты подскажут и объяснят, если что непонятно. Вот и с Анной приехал ее личный эксперт в области графического дизайна. Я приехал с ней, да, я ее поддержка. Вот. Я видел ее на конкурсе, но на тот момент у меня была другая участница, которой я был компатриотом. Вот. А сейчас нас направили сюда, поскольку региональный этап, полуфинал.
Между тем, уровень якутских участников оценивают и международные эксперты. В регионе движение WorldSkills развивается с 2013 года. За этот промежуток времени республика стала одной из самых активных участников, из года в год улучшая и увеличивая количество разных специальностей на местах. Якутские участники сделали прогресс по сравнению с тем, когда они вступили в движение. Они развиваются и достигли уже вполне хорошего уровня в своем федеральном округе. Конечно, еще нужно учиться дальше, но это только начало. Всегда у нас поступательное движение, правильно? Соревнования продлятся до конца этой недели. Результаты же будут только в мае. И только лучшие из лучших пойдут дальше представлять свой регион уже в чемпионате страны, который летом пройдет в Башкортостане. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Коллектив Бердигестяхской гулусной гимназии в течение 30 лет ежегодно проводит литературный бал для учащихся. За эти годы бал из мероприятия внутри гимназии расширился до регионального масштаба и получил поддержку Фонда президентских грантов, рассказывает Адлена Атастырова. Региональный литературный бал в этом году посвящен 200-летнему юбилею Афанасия Фета. Учащиеся 5-11 классов школ регионального округа Лена выразительно читали стихотворения Афанасия Фета, исполнили романс на стихи поэта, а также пробовали себя в бальных танцах и театральных постановках. Мне посчастливилось сыграть в роль Марии Лазич, любви и музы Афанасия Афанасьевича Фета в инсценировке «Любовь, пронзившая сердце поэта». Для меня это был совершенно новый опыт, так как раньше я в инсценировках не участвовала, но, думаю, я сыграла роль Марии Лазич достаточно хорошо. Роль для меня была новой и достаточно трудной, так как у нее был достаточно романтичный образ, но я справилась. Мне посчастливилось играть роль Афанасия Фета в инсценировке «Любовь, пронзившая сердце». Думаю, эта инсценировка мне очень сильно помогла, ведь я узнал о жизни поэта и об тяжелой судьбе Марии Лазич. Это был совершенно новый опыт для меня, и я думаю, что такие инсценировки нужно было проводить почаще. Организация литературного бала является одной из эффективных форм повышения мотивации к чтению общей культуры учащихся. На финансирование были у нас закуплены костюмы, аппаратура и наградные к литературному балу. Также был заключен совместный договор по сотрудничеству с Курским краеведческим музеем, в котором находится музей-усадьба Александра Александровича Фета. Наши дети должны знать творчество таких гениальных поэтов, как Афанасий Фет, так как это вечная классика, которая всегда развивает, которая сеет разумное, доброе, вечное. Бал, воспитывающий художественный вкус и сценическую культуру у подрастающего поколения, в этом году проводился в формате онлайн. Адлена Атастырова, Иван Слепцов, Горный Бердигестях. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами.